قديمة ذات طويلة وين نحوس أنا وعلى غزالاتي وين نحوس أنا وعلى غزالاتي وين نحوس أنا وعلى غزالي. Habibi, come to Dubai. I dream of gardens in the deserts. I'm waking LA. I dream of love as time runs through my head. I dream of fire, LA. Those dreams are tied to hearts that will never die. And in the flames, LA. Мы приехали наконец-таки в Арабские Эмираты, город Дубай. Много-много лет я откладывала поездку в Арабские Эмираты и в частности в Дубае, потому что мне казалось, что это город, сделанный руками людей, современников уже, и не вызывает такого большого интереса. И всегда обожала страны и города с глубокой многовековой историей. Ну вот, ломаю свой собственный стереотип и впервые приехала в Эмираты и Дубай и буду его открывать для себя. Кому интересно, смотрите вместе со мной мой влог, и будем открывать Дубай и Арабские Эмираты моими глазами. Этот влог будет исключительно из полезных советов по поводу того, где и что можно будет покушать, куда сходить, на чем приехать, куда добраться пешком там, и так далее, потому что мы снова будем покорять Арабские Эмираты в большинстве пешком. Посмотрим, сможем мы это сделать или нет. Поехали! Абсолютно в шоке, потому что всего 15-20 минут, как мы прогуливаемся, и мимо нас проехало несколько Porsche, несколько Lamborghini, последние модели BMW, Mercedes, в общем, какой-то невероятный, супер люксовый, дорогой шоурум на улице обычной. И такси, на самом деле, вот сзади как раз вот Toyota Avalon, Toyota Camry, это обычные городские такси. Поражает, насколько просто высочайшие здания, и пока я любитель большой архитектуры рассматривать, пока все здания для меня очень похожи, и мне кажется, что Дубай вдохновили и город Астана, и Москва-Сити для того, чтобы выстроить такие сумасшедшие небоскребы. Пока что из арабской архитектуры, ну что-то напоминающее, я увидела вот такие вот орнаменты, что-то похожее на арабские какие-то рисунки. Кстати, я купила воду с витаминами, увидела ее в одном из блогов перед тем, как поехать в путешествие. Вот, витамин Wellcare с витамином B12. Не знаю, насколько там содержание витамина, но вкусно. До сих пор не смогла разобраться, где по-нормальному здесь тротуары. Потому что вроде бы и дороги хорошие, и дорожки сделаны тоже все аккуратно и удобно для ходьбы, но совершенно непонятно, потому что они вот узко, и тут сейчас только что проехал мотоцикл. Поэтому я не знаю, где здесь правильно переходить дорогу и ходить пешеходом. Все рассказывают о том, насколько красивый Дубай, насколько тут чисто, замечательно, но, честно говоря, я в шоке, что так много мусора, уже несколько часов мы гуляем по городу, и просто повсюду, везде разбросанный мусор, бутылки, бумажки. Только что купили билет до Пальм Джумейра, на знаменитую пальму, решили взглянуть своими глазами. И трем идет, получается, за 2 человек, мы заплатили 70 дирхам. Один из самых красивых видов в Дубае. Если вы хотите провести несколько часов своей жизни, стоя в пробках в машине, то берите такси комфортное или же арендуйте машину. Если же вы хотите быстрее добраться до точки назначения в Дубае, то однозначно нужно ехать на метро и на трэме, на трамвайчике. Собственно говоря, что мы и сделали, и немного хотя бы сэкономили время, потому что, кажется, весь Дубай стоит в пробках неимоверных, потому что сейчас наплыв большой туристов.
И добрались наконец-таки до знаменитой Пальмы и Пальм-Джумейра. Мой вывод за первый день пребывания в Дубае. То, что Дубай не создан для обычных пешеходов. Это город, созданный для того, чтобы перемещаться на, минимум на общественном транспорте или на личном транспорте. Опять же, на личном транспорте огромные пробки или на такси. И вот удивительно, здесь есть набережная, и вот здесь есть пешеход. Каким образом, вы подскажите мне, можно перелезть, перепрыгнуть, перелететь, попасть туда? Это просто удивительно. И такие моменты очень много где в Дубае. Прям весь день мы мучаемся, чтобы перейти дорогу и прогуляться по другой стороне улицы. Это прям проблема. Так что если вы хотите погулять в Дубае пешком, то наберитесь терпения, хорошей обуви удобной и вперед долго-долго-долго идти для того, чтобы банально найти пешеход. Наконец-таки я нашла, где можно выйти, казалось бы, на другую часть улицы, но здесь нет пешеходного перехода. Чтобы пройти на пешеходный переход, мы должны спуститься вот сюда и вернуться вон туда, представляете? Очень неудобно. Очевидно, что Дубай – это страна сплошных ограничений. Нельзя, соответственно, конечно, мусор бросать, животные повсюду запрещены. И, кстати, нигде бездомных животных, собак, кошек нет. Видимо, их отлавливают. Нельзя кататься на роликах, на велосипедах и мотоциклах. Курить нельзя, одевать одежду соответствующую и залазить на заборы нельзя. В общем, ничего нельзя. Идем дальше как-то. Мы находимся в Дубай Молл. Точнее сказать, прямо рядом с Дубай Моллом здесь будет грандиозное шоу фонтанов, на которое приходят посмотреть все приезжие туристы. И мы тоже. Доброе утро всем из Дубая. Январь, конец января, 28 градусов, тепло, как будто летом, идеальная влажность для того, чтобы гулять, наслаждаться, для красоты кожи, для девочек. В общем, пошли. Это наш второй день, и мы просыпаемся в одном из красивейших мест Дубая, прямо вот здесь, Дубай-Марина, с видом на море, в одном из высочайших зданий побережья. Интересное такое чувство. Казалось бы, такая люксовая жизнь, но как будто бы чувствуешь себя не в безопасности. Не могу до сих пор определить до конца ощущения свои, охарактеризовать их. Но мне кажется, что вот эти вот огромные стеклянные небоскребы каждый раз создают для меня чувство такое, как будто бы они вот на тебя давят и падают сверху, не знаю. Может быть, это с непривычки, потому что в большинстве стран Европы, в большинстве стран мира такое количество небоскребов в одном городе, конечно, мало где сосредоточено. Может быть, есть только в Китае, наверное, в Бангкоке где-то. Вот. И странное чувство, когда вокруг море, пальмы, шикарные магазины роскошные, дорогие машины. И, казалось бы, все идеально, как какого-то фильма или картинки, а ты чувствуешь себя все равно в какой-то небезопасности и как-то неспокойно, что ли, на душе, не могу понять. Но это второй день, может быть, к концу нашего пребывания мои ощущения изменятся. А напишите вы, что именно вам нравится и кажется красивым в Дубае.
тут мы приехали уже в Дубай, в один из самых дорогих в мире шоурумов, самых нереально шикарных, крутых, люксовых машин. Все здесь собрано. It's been a long time without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when Это место называется First Motors. Все самые дорогие машины собраны в одном месте именно здесь. Буквально передо мной сейчас машины за 13 миллионов долларов. Вы можете себе представить это? Lamborghini. 13 миллионов долларов. И один и тот же хозяин, владелец этих двух великолепных машинок. About family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Находиться здесь, ощущение, как будто ты в самом дорогом магазине игрушек. Даже нереально, что они все настоящие и на продажу. Их постоянно протирают, моют. Вот, смотрите, рабочие. Каждую секундочку. Выберите нужный вариант. Есть много возможных опций. Пожалела дубайская рамка. Ну давай дубайскую рамку расскажи. Сейчас вы находитесь на станции метро Emirates Travelers. Вам нужно сесть на красную ветку метро с платформы номер 1, чтобы добраться до дубайской рамки. Для определения направления вы можете отсканировать QR-код с моего экрана. Мы гуляли и пришли в Забил парк, прямо рядом с Dubai Frame, и нашли здесь случайно мероприятие посвященное индийской культуре, я так понимаю, потому что здесь, видимо, был или будет какой-то концерт, сцена стоит, и повсюду индийская кухня готовится прямо на наших глазах. Надо что-то отведать. Мое личное наблюдение, что все представители Индии, вообще граждане Индии, я так понимаю, живущие или посещающие Дубай, очень милые, интеллигентные, такие доброжелательные, улыбающиеся. Potato, masala potato. What kind of milk? It's made by milk and dry fruits. Мы остановились на вот этих двух сладостях. Так мило. Этот десерт подается даже в глиняной посудке. Я говорю, эту посудку вернуть? Он говорит, нет, это вам остается. Сейчас будем пробовать впервые в жизни индийский десерт. Не смогла запомнить ни одно название десерта.
очень сложно для произношения, но самое главное, чтобы было вкусно. Очень интересный вкус. Похоже на какое-то детское питание, на кашку. Очень интересно. Вот это желтенькое, я не знаю, что это. Ой, что-то желтое. Вкусно. А вот это? Тоже вкусно. Окей. Значит, в ближайшее будущее, дай бог, мы поедем в Индию. Мы встретили очень приятную женщину здесь и хотели бы поздороваться с ней. Hello, Kyrgyzstan! Только что познакомились с таким большим количеством интересных, доброжелательных индийских и пакистанских граждан. Совершенно невероятные, самые теплые впечатления они оставили. И познакомились еще с одной женщиной, вот, которую мы сейчас вам показали. Она живет 20 лет уже в Дубае. Она из Индии. И сказала, почему... Я задала вопрос, почему так много представителей Индии и Пакистана мы встречаем здесь второй день в Дубае. И она ответила, что более 50% населения Эмиратов, всех Эмиратов, это представители Индии, индийской нации и пакистанской. Поэтому их реально тут больше половины населения, поэтому их так много, но они невероятно теплые, душевные, прям я в восторге от них. Местные арабы живут по законам шариата, но при этом все другие иммигранты, да, или переселенцы, которые живут в Арабских Эмиратах, независимо от нации и религии, которую они исповедуют, они могут жить по своим традициям, и до тех пор, пока они не нарушают закона, они могут соблюдать свои традиции, свой привычный как бы ритм жизни, что никто их не ограничивает ни в чем. Единственное, не нарушать основные законы как бы шариата страны, и проблем никаких не будет. Именно поэтому так много иммигрантов, так много людей, приезжающих сюда в поисках лучшей жизни, потому что здесь, оказывается, очень и очень безопасно для всех представителей разных наций. В плане безопасности, я так понимаю, это одна из номер один стран. Впечатляет. И одна из причин, наверное, основных, почему все соблюдают законы, потому что если ты не будешь соблюдать правила и законы страны, они просто тебя депортируют. Мы посмотрели много блогов перед тем, как приехать в Дубай, и поняли, что Sky View – это одно из тех мест, куда обязательно нужно сходить и посмотреть, сделать красивые фото и видео. И сейчас на входе буквально нас забрали термос и забрали у нас микрофон. Сказали, что нельзя снимать, нельзя записывать видео в микрофон. И отобрали у нас микрофон, сказали, на выход вы можете получить странные правила. Я не поняла причины, они не объяснили причины, почему. Ну, в общем, это достаточно страшно. Днем, наверное, еще страшнее, потому что виднее все детали города, но впечатляющие. Я думаю, что обязательно нужно попробовать, потому что такие ощущения мало где, в каких странах мира можно почувствовать. В общем, я рекомендую Sky View. Push yourself. Okay. Body straight, leg straight. Okay. Это было очень страшно. Реально, я думала, вообще не страшно будет. Но из-за того, что под сильной скоростью как бы спускаешься, и вот этот вот материал, на котором ты сидишь, кожаный, он натягивается, и нужно обеими руками очень крепко держаться. И левой рукой я не смогла крепко держаться, рука соскочила, и получается, меня стало вот так вот спускать.
В общем, спустилась я, слава богу, живая, здоровая, и все нормально. Но даже люди, которые работают, они мне сказали, что все нормально с вашими руками, а то вы так опасно спускались. В общем, экстрим конкретный. Hi Kyrgyzstan, people of the country, and of course she is amazing and we had a great time with her. Hope you guys also visit India and love you. Знаковое место Дубай-Мола – фонтан-водопад с прыгающими за жемчугом арабами. Раньше арабы занимались именно этой деятельностью, а потом стали вот настолько крутыми, что это теперь одна из самых развитых и богатых стран во всем мире. Очень красиво, впечатляюще выглядит Дубай-Молл, просто грандиознейших размеров. Насколько я поняла, один из самых крупных торговых центров мира. Здесь множество самых дорогих люксовых брендов. Кстати, есть и масс-маркет. Так что, в принципе, можно на любой кошелек найти и сделать приятные покупки. Есть кинотеатр, различные кафе, кофейни, а также есть и океанариум даже внутри. Так что можно провести здесь целый день, не выходя отсюда. I'm talking syncopated breathing, love every evening, going 3, 6, 5. Всем привет! Это наш третий день в городе Дубае. И все эти дни мы просто в шоке от огромного количества пробок. Даже сегодня воскресенье, но тем не менее весь город полон машин, полон людей. И поэтому мы решили сегодня поехать на метро, но с большим комфортом. Сейчас поедем в Экспо. И, собственно говоря, есть два варианта поездки на метро, оказывается. То есть обычная серебряная карта. Она для всех людей, скажем так, для всех граждан обычных. А есть золотая карта. Золотая карта немного дороже, не сильно, но при этом это вот Gold Card Holders. Те люди, которые приобретают золотую карту, они едут в отдельном вагоне с большим комфортом, с большим пространством, с отдельными всегда креслами. И вот, собственно говоря, мы приобрели Gold Card и поедем сейчас на вагоне золотом. Мы находимся в Дубай Экспо, Экспо 2020. К сожалению, мы не попали на Экспо во время проведения, но тем не менее даже сейчас масштабы и красота просто завораживает. Многие павильоны уже закрыты, но самые основные еще функционируют. Это один из центральных павильонов, и он напоминает декорацию к фильму «Аватар». Это что-то просто фантастически красивое. Главная идея Экспо, которая была и в Астане, куда я имела возможность попасть несколько лет назад, так и здесь, в Дубае, это устойчивое развитие, сохранение окружающей среды и ресурсов. И это здорово, что каждая Экспо несет эту, я бы сказала, глобальную идею. Мы приехали в Miracle Garden, и там нас ждет сюрприз. Приехал специальный человек из соседнего города для того, чтобы со мной встретиться спустя много-много лет. Поехали, посмотрим вместе. О май гад! Вот такая невероятная встреча с человеком, которого я не видела 14 лет. Это организатор музыкального фестиваля, композитор, автор песни «Рапсодия», моей песни на кыргызском языке. Так вот, мы находимся в Miracle Garden. Miracle Garden побил трижды рекорд Гиннесса. Что удивительно, здесь находится 150
миллионов цветов, видов цветов, 15 тысяч бабочек. Мы сейчас пойдем все понюхаем, посмотрим, рассмотрим и сфотографируем. Удивительно, мы так давно не виделись, и Михалис живет здесь уже, оказывается, столько лет, 10 лет уже как переехал в Дубай, и первый раз приехал вместе с нами сюда в Miracle Garden. И он сказал, что нам повезло, потому что Miracle Garden работает только 6 месяцев в году, летом закрывается на полгода. Так что мы счастливы. Чай, самый популярный чай в Арабских Эмиратах. Он с молоком и с какими-то специями. Сейчас буду в первый раз в жизни пробовать. Пахнет немножко как индийские специи. Сладкий. Как будто был крепкий турецкий чай, смешанный с молоком, с корицей. Наш друг привез нас на Global Village, что-то наподобие экспо, но немножко в другом плане, вроде и парк, вроде и базар, но очень интересное место. Здесь представлены различные страны, их кухня, их традиции. В общем, сейчас будем смотреть, знакомиться. Михалий, спасибо большое. Welcome. At the entrance there was written how we can make you happy. It's like information center, right? No, yes, it's like an information center, but you have to know that here in UAE we have Ministry of Happiness. It's newly established, and it's established to make people feel comfortable with governmental entities, and also to express their complaints if they have any, if to say their comments, whatever the comments are, and of course to assist people in whatever they need here in UAE to have a good life. Oh my God, so it's not a joke. It's No, a it's not a real joke. ministry. And if you go to the governmental entities and offices, you will see a corner which is Happiness Center. That's funny. And especially into the post offices, there is a Happiness Center everywhere. Okay. Михалис сейчас мне еще рассказал о том, что 2.5 million, 2,5 миллиона это население Арабских Эмиратов, и почти 100% население населяют представители Индии и Пакистана, Арабские Эмираты. Вы можете себе представить? Почему меня это удивило? Потому что я приехала в Эмираты, я должна слышать арабскую речь, но я в большинстве слышу индийскую речь, индийскую музыку, индийскую кухню, индийские запахи. И оказывается, почти 100% населения – это представители Индии и Пакистана.
Это улица представляет страны Азии. Вот я вижу Малайзию, Индонезию, Тайвань и так далее. И здесь можно найти и попробовать еду национальную, одежду, сувениры купить, реально привезенные. И, кстати, что Михаил сказал сейчас, это то, что многие из тех, кто работает здесь, это представители именно той страны, которая здесь представляется, они, то есть, из этой страны жители. Чебапчи. Чебапчи? Чебапчи. Чебапчи. Я пробую чебапчи. Мои слюнки не капают. Number one. Предложил нам попробовать чуррос. Сказал, вы такого не пробовали никогда, это очень вкусно. Чуррос — это испанский десерт, оказывается. Впервые в жизни будем пробовать. Сегодня день открытия. А вот и подоспели чуррос. Они выглядят вот так. Национальный испанский десерт. Его можно кушать с нутеллой или еще с каким-то карамельным сиропом. Сладенько. Хрустит. Марокко. Идеальный маркетинг. Мы пришли в Египет, нам предлагается каждому вот такую маленькую чашечку попробовать. Мы просто с ума сходим по вкусу, и потом он говорит, ну, если хотите, можете приобрести. И вот мы уже купили, потому что невозможно. Это манго. Это просто очень вкусно. Assalamu alaikum, Pakistan. Yes. Hello, welcome Pakistan. Assalamu alaikum. My dear friend Julia here in UAE after 14 years, and what I will see you in Bishkek very soon. Новый день в Дубае, и сейчас с нашей подругой Эсрой мы едем во Фламинго, смотреть на парк, где находится Фламинго. Мы приехали в старый Дубай. На самом деле это восстановленный, даже правильнее сказать, сделанный заново город, но по прототипу того, который был ранее до вот этих всех небоскребов, существующих сейчас в Арабских Эмиратах. Прям чувствуется такая старинная энергия, все очень загадочно, как в восточной сказке. Сейчас будем исследовать.
طويلة ونحوس أنا وعلى غزالتي ونحوس أنا وعلى غزالتي ونحوس أنا وعلى غزالي. I dream of rain and LA. I dream of gardens in the deserts. I wake in LA. I dream of love as time runs through my head. I dream of fire, LA. Those dreams are tied to hearts that will never die. And in the flames, LA. Her shadows play through the shape of a man's desire. Sweet as a rose, LA. Each other bears a secret promise. Just as a flower, LA. Sweet perfume ever touching me more than this. Новый день в Дубае, и сегодня мы решили закупиться перед дорогой, потому что поедем в одно новое интересное место для нас. Мне кажется, многим будет интересна стоимость основных продуктов здесь, в Дубае, потому что даже, я знаю, многие кыргызстанцы находятся сейчас здесь и хотят приехать. Так вот, к примеру, да, выбор на самом деле огромный, чего здесь только не найдешь. Допустим, хурма, да, хурма стоит 18,90 дирхам. Цены в сомах мы напишем ниже в видео. Банан 9,90 дирхам стоит. Так, разные цены, есть маленькие бананчики, 11,80, 9,70. Так, яблочки стоят 8,85, 10,90, 11,80, разные. На самом деле выбор фруктов такой огромный. Вот, чтобы вы понимали, одних манго 4-5 видов. Представляете? И разного размера, разные производители страны. Мандаринов, я даже видела плоские мандарины. То есть, наверное, видов 4-5 мандаринов тоже, если не больше. Помидорки, к примеру, 11,80, 13 дирхам. Так, огурцы всего лишь 4,40 дирхама, 2,95 морковка. Так, вода. Без воды в Дубае никак. 8,95 большая, огромная бутылка. Есть 13,25, разные цены тоже. Потом здесь большой выбор. Кстати, картофель, если вдруг кто-то хочет приехать и жить в своей квартире, 15,40 дирхам. И еще тоже есть несколько видов, 4,65. То есть, в принципе, в Дубае много, оказывается, магазинов на разный кошелек. То есть ты можешь приобрести что-то в более дешевых супермаркетах и магазинах и, соответственно, в более дорогих. Мы остановились в Дубай-Марине, это один из самых люксовых дорогих районов Дубая, поэтому, соответственно, супермаркеты здесь значительно дороже, чем в других местах. Так, кола. Сейчас посмотрим. Так, я не могу найти колу. Соки разные тут. Соков просто огромное количество. Производителей, мне кажется, весь мир здесь представлен. Молочные продукты также представлены разных стран. Здесь можно и турецкие, и арабские найти, и европейские. Так, что еще здесь есть? Вот тут йогуртики есть. Тоже молочная продукция. Их просто невозможно все перечислить, очень много. Сыров огромное количество. Так, кошачий корм, кстати, кто с питомцами приезжает, кошачий, собачий корм. Так, яйцо, кстати, да. Кто приезжает и хочет готовить завтраки для себя, сам 12,35, 20,68, 21,70, 24,25. Маленькие упаковки 5,50. Вот. Все цены в дирхамах. Так, что у нас еще из таких необходимых, наверное, вещей? Так, это салфетки 13,45, туалетная бумага 8,70. Порошки, если вы решите дома сами собирать, 3,45, 5,75, 1,75 подешевле есть, маленькие упаковки. Так, и, наверное, посмотрим хлеб, мне кажется, да?
хлеб самое важное. А, кофе вот, если кто хочет дома экономить на кофе. 44, 46, 57, 24, 14 маленькие баночки. Ну, конечно, есть вот и Starbucks кофе тоже. А, мой любимый ромашковый чай. Мой любимый ромашковый чай тоже есть. Так, большое количество зелени, морковки, уже заготовок на салат. Для ленивых ничего не нужно делать, просто смешайте ингредиенты, и салат будет готов. Вот, видите, уже вся зелень готовая, очень свежая. Надо отдать должное, я пока еще не видела здесь каких-то залежавшихся продуктов. Может быть, это в других супермаркетах, но здесь пока все супер свежее и прям красивое, как будто только что сорвали с грядки. Так, а вот колу я нашла. Кола у нас 3,50 здесь. 3,50, 5 и большая 8. А, 6,50, даже 6,50. 8 это спрайт и фанта. Так, печеньки, шоколадки различные. Много-много всего, глаза разбегаются. Ну, как, в принципе, в любых европейских магазинах. Выбор огромный. Так, а вот и моя любимая вода с витаминами. Она стоит 12,95 каждый день. А, вот это 1,60. Каждый день покупаю, пробую разные вкусы. Пока что моя любимая с кактусом. Так, вот обычная вода. Здесь у нас 2,45, 2,095, 1,15, 1,70. Разные цены. В зависимости от производителя, я так понимаю. Вот пиво Хайнекен, Бабиджан, не знаю, что за пиво, 4,45, 50, если вдруг вам нужно. Сыры, готовые сэндвичи. А, вот хлеб. Хлеба тоже огромное количество. Ой, что это? Это что-то с сыром. Как хачапури, да. Это, ой, какая лепешечка интересная. Необычная. Всякие кексики. По стоимости не знаю. А вот ценники. 3,80, 2,10. Так. Тоже разные цены на них. 3,25, 2,90. В общем, если вы не хотите тратиться в ресторанах и в кафе, вы можете всегда закупиться продуктами, готовить самим дома, или же с собой в дорогу делать какие-то сэндвичи и кушать. Закинуть единицы, потому что закончился баланс на телефоне, и увидели вот такие телефончики. Ну, как бы, чтобы вы понимали размер телефона. То есть это не игрушечные, они на самом деле работают. Тут даже есть вот так. Тут можно, есть камера, посмотрите. Это просто вообще что-то.
cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza, no te la cabeza, danza kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza, no te la cabeza, danza kuduro, ¿quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar. ¿Quién puede parar de eso que el bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego te quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con una mano arriba, cintura sola, da media. Вот и завершающий момент нашего путешествия в Арабские Эмираты по Дубаям. К сожалению, в этот раз мы не смогли увидеть Абу-Даби, поэтому обязательно должны вернуться. Все мои первоначальные впечатления и ожидания о Арабских Эмиратах удивительным образом перевернулись благодаря всем людям, которых мы встречали на пути каждый день, в магазинах, на улице, в метро, я не знаю, везде, в общем. И, безусловно, огромное спасибо нашим друзьям, которые сделали это путешествие еще более незабываемым. Я благодарю Арабские Эмираты за весь сервис, который они предоставляют, за весь комфорт и безопасность, который они дарят своим путешественникам. Обязательно хочу вернуться сюда снова. И по моей уже маленькой традиции хочу оставить в аэропорту секретно три сомика. Оставляю здесь для того, чтобы снова вернуться и посетить уже Абу-Даби.